Приветствую вас, друзья, с вами Лебедев Артем. Сегодня мы рассмотрим сверло Форстнера от Wera Rage. В модельном ряду размеров много. У нас сегодня 35 мм и 68 мм. Кстати говоря, 35 мм с шестигранным хвостовиком, а 68 мм с цилиндрическим. Для начала рассмотрим оба сверла поближе. Заточка не до полироли, но грани ощущаются острыми. Сейчас посмотрим, как они покажут себя в работе. 68 сверло аналогичное, только размером, конечно же, больше. Для теста буду использовать дрель шуруповерт DeWalt 10991. Сверлить будем ЛДСП, хвойный материал и фанеру. Начнем с хвойного материала. Проверяем центровку сверла 35 мм в диаметре. Отлично. В хвойный материал 35-миллиметровое сверло входит как в масло. Теперь 68 мм. Также пробую на второй скорости на 1300 оборотов в минуту. Как одно, так и второе сверло идут очень мягко, и кромочки получаются ровные. На выходе, чтобы не вырывало, сверлим сначала с одной стороны, потом с другой, это понятно. Режет очень мягко, интересно, насколько хватит заточки, но это может показать только время. Кстати говоря, в самом конце видео я вставлю вот это 35-е сверло в шуруповерт 12 вольт и попробуем просверлить хвою. Далее, березовая фанера. Пока стоит сверло 68 мм, будем использовать его. Заодно, кстати говоря, не проверили центровку. Четко отцентровано. Грызет только так. Тридцать пятое сверло. Я сильно на него не давлю, оно режет само. Если еще форсировать, то еще быстрее будет. Теперь пробуем ЛДСП и 35-миллиметровым. Я еще попробую дуб просверлить. Но столешница покрыта специальным пластиком. Попробуем именно в ЛДСП. Есть прям минимальные какие-то задиры, но это отличный результат. Теперь 68. С 68-м немного сложнее преодолеть пластиковый слой, но все же преодолели, и дальше идет прекрасно. Пробуем дуб, сверлить буду на первой скорости. Вторая скорость.
Сверла показали себя с хорошей стороны, и заходят они аккуратно, не делают подрывы, и идет дальше резво и уверенно. Из своего личного опыта добавлю, что любое сверло, абсолютно какое бы оно ни было, оно не терпит перегрева. Если мы перегреем это сверло, мы можем затупить его на 10-е отверстие, оно уже не будет сверлить. А можем сверлить и сверлить, если будем аккуратненько охлаждать его или давать время, чтобы оно остыло, сильно не перегружая его. Короче говоря, не перегреваем, и будет все отлично. Ну а теперь возьмем шуруповерт на 12 вольт, это у нас Metabo PowerMax BS. На этом этот обзор подошел к концу. Не забывайте про Пальчевский, про подписку, комментарии и так далее и тому подобное. Все, с вами был Лебедев Артем. Пока-пока. Смотрим, как справится PowerMax. На второй скорости ему немного тяжеловато, переключимся на первую. С дубом справляется, но тяжеловато. На второй скорости хвойный материал. И еще хочу попробовать, как будет сверл работать на 2000 оборотах. Вот это да! Нехило. Для 68-го это, конечно, перебор, но все же попробуем. А если форсировать? Офигеть. Сверло. И небольшой бонус для тех, кто досмотрел до конца. Макросъемка.